круглыми столами. И в частности хочу сказать, конечно, мне как экономисту и финансисту очень, и как экс-депутату интересно вот именно мнение специалистов, ученых в области бюджетирования. Да? Меня немножко огорчает, что сегодня отсутствуют депутаты парламента, потому что непосредственно это будет их прерогатива принятия бюджета на 2025 год, проекта бюджета на 2025 год. И им бы следовало бы послушать вот это профессиональное мнение наших ученых. Я так немножко похвастаюсь, что в бытность мою депутатскую я обращалась к ним за анализом, который они мне давали. Потому что и когда мы принимали бюджет, и если вы помните, последние 2 года мы не принимали, то есть я не рекомендовала принятие бюджета, и это были целые такие экономические, ну, парламентские такие действия, вот, бои, так я как это называю, бои без правил, и в основу моего вывода и анализа всегда ложилось мнение, я вам за это благодарна. Спасибо большое. А сейчас, в частности, просто хочу сказать свое мнение по бюджету. Скажу одной фразой, его необходимо отзывать. Депутаты парламента обязаны отозвать, либо принять в первом чтении и не принять во втором, и отправить на доработку. Это процедура по регламенту, такая она существует, и они обязаны это сделать. Почему? Я сейчас позволю себе, простите меня, перейду на личности, потому что все-таки за написанием бюджета, в частности, я данный бюджет могу сказать, что он нарисован, а не написан. Это просто как предмет искусства, я бы сказала, изобразительного искусства. И в этом смысле надо, наверное, Вове Делба обратиться. Вот из него получился хороший художник, но с точки зрения финансовой грамотности, он грамотный человек, я не могу умалять его достоинства, но то, что мы видим, то, что читаем в бюджете, он, правда, не соответствует нашей сегодня действительности и тому, что происходит в стране. Вот, поэтому я сейчас не буду давать, потому что вот вы уже дали такой расклад по бюджету, но вкратце просто скажу, темпы роста по бюджету, и вот я вот по Гале вам задала вопрос, это с учетом как бы своего опыта и вот прошлых знаний, я хочу сказать, вот темпы роста бюджета в сравнении с 23 по 25 год идут порядка 2 миллиарда с лишним. И, Анета, я хочу вот как раз концентрировать внимание на той части, которую сказала Анета, а в частности она сказала о том, что да, вот это принятие бюджета с дефицитом и таким большим дефицитом, вот, это просто, я бы сказала, преступление. Почему? Потому что этот дефицит расписывается, я скажу более так жестко, на хотелки чиновничьего аппарата. Это абсолютные хотелки. И поэтому ваш бюджет гальский, он расписан с учетом хотелок. И это не только гальский, потому что если брать дотации, какие дотации по районам, то Гальскому району на сегодняшний день 310 миллионов. Это огромные суммы. При доходе 60 миллионов. Вы представляете, у вас в 5 раз больше вашей дотации, субвенций, субсидий. Я единственное могу порадоваться за Гагру, потому что я была в непосредственном контакте с главой Гагровского района, вашим главой, мэром города или как сейчас. И вот у вас есть хорошие темпы роста, и они могут позволить себе увеличить заработную плату сперва на 50, а сегодня на 20, то есть это 70% прироста из собственных средств. И это говорит о чем? Это как раз таки говорит об возможности хорошего администрирования. То есть, вообще, что такое наш бюджет? Да? Это возможность, если мы, вот они это вы говорите, с возможностью заработать свои собственные средства и потратить на свои же нужды. Вот они зарабатывают, вот хороший пример Гагринский район. Заработали, потратили. И это правильно. И теперь я перейду так плавно к другому вопросу. Что делаем мы сегодня? Мы паразитируем на финансовой помощи Российской Федерации. Как-то бытность свою депутатом, я об этом уже говорила. Я говорила, что нам было бы лучше, вот я с вами согласна, когда мы говорим речь о собственных доходах, нам бы лучше было бы отказаться. А по какой причине? Может быть, чиновничий аппарат
Это к тому, что Ливан сказал Микану. Может быть, прекратил бы воровать? Вы посмотрите, какие у нас война идет за инвестпрограмму, как мы, я прошу прощения, кто получит какой подряд, как мы это... И сегодня практически, вот я могу вам передать, я буду голословной в данном случае, я не могу, вернее, люди, которые мне это сказали, не подтвердят эту ситуацию, но это было на одном из заседаний Кабинета министров, где у Кристины Озган спросили, там речь шла о водопроводе, и где ей сказали: Кристина Константиновна, а вероятность того, что там порядка 400 миллионов украден, может быть такая вероятность? Она сказала: вполне возможно. Друзья, мы где живем, вообще хочу спросить. Вот я просто хочу спросить, как это возможно 400 миллионов украсть? Но тогда вообще, простите, у меня опять вопросы к Вове Дылба. Это как надо так расписать бюджет, как так расписать вот эти инвестпрограмму, как расписать по заработным платам, вот сейчас я опять перескакиваю с одного на другого, по заработным платам. Статья софинансирования заработных плат, это не есть финансирование, это немножко два разных понятия. Я надеюсь, вы, экономисты, меня понимаете. У нас каждый год в рамках софинансирования на повышение заработных плат шло порядка 200 там, до 300 иногда миллионов доходило. Знаете, то есть это идет софинансирование, это должна быть определенная часть абхазского повышения заработных плат и российская часть. Российская больше, это порядка 70%. Мы доводили уровни своих заработных плат до Южного федерального округа, и даже его сейчас оно будет приостанавливаться. А все остальное должны платить были мы. Но у нас, вы помните, это 5%, непонятно откуда-то бралось, 15%. А вот единого повышения по заработным платам, почему я вас и спрашиваю, вы говорите, уходите на заработные платы, немножко, ну так скажу красиво, неправда. Не так это все там в бюджете расписывается. Невозможно давать анализ бюджета в том виде, в котором он поступает в парламент. Невозможно его проанализировать. Будучи председателем, могу точно сказать, что я практически всегда по всем разделам того, как принимается бюджет, вот вы видели, общегосударственный, там парламент, там национальный военный, национальную оборону, я всегда истребовала по каждому ведомству их бюджеты, чтобы была возможность вскрытия того, какое количество расходов у них происходит. И к разговору о ГСЭВе. И как-то раз, когда мне легло на стол бюджет нашего оборонного ведомства, я хочу вам сказать, я тогда сказала такую фразу. Объемы ГСМ по сумме было заложено столько много, что служебным транспортом нашего военного ведомства мог быть либо танк, либо бронетранспортер, и он должен курсировать каждый день туда-сюда. Вот понимаете, вот такой уровень расходов. И сегодня, теперь я перехожу плавно уже к другой теме. У нас кризис. У нас политический кризис, самый главный. У нас экономический кризис. Ну, и бюджетный входит в систему экономического кризиса. И у нас самое сложное, это энергетический кризис. Я хочу сказать, да, что человеку нужно. Вот иногда народу, я с вами соглашусь, Махан Сенчорович, с тем, что иногда народу стыдно уже говорить что-либо. Но мы, народ абхазский, оказался терпеливый народ. Мы, оказывается, можем терпеть. Но это тоже не безмерно. Понимаете? Мы в 21 веке сидим без воды, света, там, газа и всего остального. То есть без необходимых благ вот человеческих. Все в том, что оно все есть. Совершенно верно. Совершенно верно. Я думаю, вот сейчас мой коллега и мой друг, я думаю, Алхаз Владимирович скажет, в бытность нашу депутатами, в частности, под руководством Алхаза Владимировича, ну, позвольте мне, я буду называть Васик, была дорожная карта по выведению абхазской энергетики из кризиса. Это была, и она предусматривала постепенное вливание собственных средств, собственных доходов на возможность привести в соответствие нашу энергетику. И она, по-моему, не дай мне соврать, на 5 лет прописана была. 5 лет. Вот я думаю, Алхаз Владимирович более четко об этом скажет, наверное, или подробнее.
И у нас на стол, я вот просто хочу, чтобы вы знали, вот многие люди не знают, я подняла, как мне казалось, что эти документы я сохранила у себя, вот я подняла дорожную карту, подписанную Кристиной Озган, которая поступила в парламент в 2021 году. Вот я вам просто, знаете, я хочу, чтобы народ знал своих героев, кто сделал с нашей страной такое. Я вам сейчас зачитаю. Вот я просто не буду все читать, я просто хочу, чтобы все знали, что вот план мероприятий «Дорожная карта по оптимизации энергообеспечения Республики Абхазия». Вот все пункты, которые здесь, о которых идет речь, это пункты по увеличению стоимости за 1 киловатт-часов. То есть речь идет о том, что да, только повышение тарифа, за счет повышения тарифа возможность привести какое-то нормальное соответствие нашу энергетику. Но вот здесь, я сейчас вам зачитаю, в дорожной карте, потом мне пришлось от этого отказаться. Пунктом 2 идет, значит, увеличение собираемости денежных средств за поставленную электроэнергию. 2, пункт 1. Легализация подключения к электрическим сетям Республики Абхазия оборудования для майнинга. Дорожная карта принята Кабинетом министров, подписанная всеми ими. И сегодня, как говорила Кристина Озган, цифры это упрямая вещь, документ это тоже упрямая вещь, да? И сегодня они нам рассказывают, я прошу прощения, я уже как-то немножко эмоционально начала разговаривать, я просто хочу сказать, у людей, которые, я согласна с Иваном, у кризиса, в котором мы живем, есть имена. За этим кризисом стоят определенные люди и личности, которые должны нести просто уголовную ответственность. И еще я постараюсь закончить. И я хочу сказать следующее. Вот на заседании, по-моему, Общественной палаты, по-моему, вот у вас там было, да, Дауд, когда присутствовали весь кабинет министров, исполняющий обязанности Валерий Рамшухович, Кристина Озган, Джансух Нанба и Вова Дылба. Не знаете, меня немножко вот этот сарказм или, скорее всего, цинизм отношения к собственному народу просто возмущает. А именно, они нам читали, вот я хочу сказать, Илона Валерьевна, они нам читали, так сказать, ликбез по экономической теории. А знаете, как там прозвучало? Это вообще парадоксы жизни. Значит, вы не понимаете, электроэнергия – это товар. Оказывается, товар, деньги, товар, штрих. Понимаете, превращение товара. Это мы же не знали, мы же не проходили. Они же это знают. Представляете, что оказывается, Черноморэнерго должно собирать столько, чтобы заплатить за переток. То есть это товар, они должны продавать его. Правильно? Я правильно? Конечно, да. А как по-другому? Ну как по-другому, да? По-другому Не бывает. Ну, вроде бы мы тоже что-то в АГУ учили, где-то проходили, ну, не двоечниками были точно. Но мы, оказывается, товар, который Черноморэнерго вырабатывает, должна продать народу, и из этих денег мы должны заплатить за переток. А я вам хочу сказать, что в бытность нашими депутатами у нас, опять же, была война по вопросу того, что я это выносил, опять же, Масин Джуджули, когда вопрос ставился о стратегических отраслях. Да? И мы просили энергетику признать стратегической, но, слава богу, нынешний состав парламента принял этот закон. И это является стратегической. А значит, стратегическое, все, что может быть вне, все, что может быть извне и какие-либо там должно быть датировано из государства. Это я вам отвечаю. Понимаете? То есть, в конце концов, буду заканчивать. В конце концов, это прямая функциональная обязанность руководства страны обеспечить народ электроэнергией. И не рассказывать Вове Дылба и Кристине Озган и Джансуху Нанба нам про то, что это товар, который должен продаваться. Тогда у меня вопрос. Повышение, согласно Кристина Константиновна, которая подписала вот эту дорожную карту, здесь все пункты практически по повышению оплаты за киловатт-час, доведения до коммерческого. То есть это порядка 4-5 рублей. А у меня вопрос. Мы
Мы такими темпами повышаем заработную плату? Вот скажите, пожалуйста. Вот Гагра, мы такими темпами повышаем заработную плату? Задам одно название повышения. Совершенно верно. Вот это к разговору о ситуации. То есть для того, чтобы мы оплатили уровень вот такой цены за киловатт-час, вот именно такую стоимость, повышение цены должно быть как минимум, если в 5 раз, а у нас получается 500 раз мы увеличиваем, да, вот до 40 копеек стоило 4 рубля, 10 раз мы увеличиваем, так зарплата у нас увеличивается на сколько процентов? Это уже 1000%. Да, это у нас увеличится 10-15%. Каким образом народ должен платить? Это к разговору Маха за то, что... И совершенно вы правы. Для того, чтобы у нас в Афоне где-то горел свет, мы собираем сами. Для того, чтобы было у нас что-то, мы делаем сами. И что? Почему я должна платить? Спасибо. Можно вопрос?